Будущее без терроризма, терроризм без будущего. Такой клич бросают выступающие слушатели. Почему молодые люди больше прислушиваются к словам незнакомцев из интернета, нежели к своим родителям или учителям? Сегодняшние гости призывают подрастающее поколение не поддаваться возвышенным речам сомнительных лиц, а постараться найти правильный ответ в живой беседе. Пятно для всей нации бывает, пятно для семьи, для тейпа. Поэтому перед тем, как сделать какие-то шаги, конечно, надо в первую очередь спросить у своих родителей, брату, сестре, в том числе учителям или другим людям, которые могут вам правильно подсказать. Напоминают школьникам и о том, каковы последствия чрезмерного сближения с мировым интернетом. Его сети способны не только завлечь видеоиграми, но и подтолкнуть к вербовке в незаконные ряды. Такие люди есть, их вербуют, но вербуют их через интернет и не знают, кто вербует. Все равно они слушают этих людей, а не своих родителей, не своих имамов и учителей. А именно слушают тех, кто вообще не видел и не знает, где он находится. Поэтому большая просьба всем молодежи, кто сидит в интернете, берите оттуда хорошее, а оставьте плохое. Обходите стороной эти сомнительные сайты. Джабраил Китиев не раз слышал о пагубном влиянии разных лиц и вербовке в террористические организации. Сам с этим не сталкивался, признается Джабраил. Его позиция в этом отношении незыблема. Если честно, меня насчет этого не притягивали, потому что я вообще не касаюсь этих тем, стараюсь избегать всего этого. Нужно узнать свою религию, ислам. Читать Коран, узнать переводы, что можно, что нельзя. Нужно спросить у имама, если честно, они же много знают, переводы знают, если сам не можешь. И во вторую очередь нужно ставить родителей и у них спрашивать, они же много чего прошли, знают это. Еще одна мировая глобальная чума современности – наркотики. Как правило, наркоторговцы обогащаются за счет молодежи. Ведь неокрепший ум легче склонить к так называемой жизни без забот. Благо, в основном молодые люди осознают последствия и знают, как не стать рабом наркотиков. В первую очередь, это надо занять себя чем-то полезным. Допустим, заняться спортом. Либо же заняться, я не знаю, чем-то увлекательным. Не так, чтобы сидеть целыми днями в телефоне. Лучше убрать телефон, либо начни изучать свою религию, либо же, я не знаю, начни заниматься спортом. Организаторы встречи уверены, вовлечение молодежи в такие поучительные беседы еще не ставит точку в этом вопросе. Ведь главный выбор в итоге остается за самим человеком. В плане, что сейчас очень много такого материала, что молодежь в интернете, в соцсетях находит негативный материал. Поэтому такие мероприятия, именно экстремизм, терроризм, это и наркомания, это самая такая злободневная тема. И вот эти вот такие мероприятия, они, мне кажется, хоть если даже сегодня услышанное одно слово до них дошло от выступающих, мне кажется, это даже если одного человека мы сегодня сохраним, это, мне кажется, большое дело для нашей республики и для нас в целом. В завершении встречи организаторы в очередной раз призвали молодежь осознанно обдумывать каждое свое слово, поступок и решение. Ведь одна ошибка влечет за собой череду неотвратимых последствий на всю жизнь. Идрис Ижиев, Магомед Белакиев, Новости 24.